welcome to our secondary school. This way, please. Come here, this way. We are very glad to see you. Наверное, в школе вы последнего визита не были, да? В 2015 году вы были да, но на нашей общей, да, еще в русской земле, но в школу вы не попали, поэтому сегодня мы очень рады, что так получилось, что не знаю, каким, наверное, и Анна Георгиевна повлияла, и отец Дмитрий, и все вместе как-то сложилось, что мы сможем. Эта встреча состоялась. Ну, что слово Шановний Петр Михайлович, ми раді вітати вас на щодрій гостинной Штушинської землі, яка дала світу відомих учених, письменників, культурних і громадських діячів. Серед їх вплинні представники роду Раптовичів, з яких тісно переплялася історія містечка Щорса, і в приватності історія Щорсовської школи, але усім по порядку. Школа в Щорсах простоит некоторыми первопылками конца 17 столетия. После 1773 года храм Яусимий Савваш Раптович, тогочасный консультант департамента Виленской академии и школ Великого князства Литовского, засновывает школу для селянских детей. Спочатку це була церковна приходська початкова школа, у якої навчалося каля 3 десятків юнаків. Дівчата в школу не брали, школа знаходилася в тісному наївному селянському домі, занятки проводилися у зимовий час. Школа лічилася удобной, а кроме отбывания элементарных медов, дети учились на старостов и сорчуков экономов. У час повстання 1831-1832 годов, 1863-1864 годов школа не денежная. Мы, в учни, стараемся по крупицах собрать в зберегчи у школьном музее информацию про разные историчные периоды, якая тычется нашей местности. Шануем памяти про род Раптовичев. Работала агрономом в колхозе. Именно в Парковой, это дворцовом этом здании, нам дали жилую комнату. И вот здесь, то есть оттуда все хорошее, все, что есть в моей истории, прошло здесь, в этом здании до 93-го года. И это окончание школы, и поступление, и моя свадьба, и рождение моего первого сына. Не ведаю, я не Шерсовский, но недалеко знал, что мне болюче, все равно я лечу, что свою историю треба зберегти. Поэтому мне такая вот пропанова, вот мы тут нас много собралось, мы с своего боку, что сможем здесь и так, да, поможем, будем где-то что-то там подмести, подгреть и так далее. Ну как обновить вот хотя бы библиотеку. У нас полтане появился классным десантом, если мы наблюдали на том, как ехать, помните, скрыть, когда мы да. А будкам служили лапти, пасалы летом, валенки зимою. Лапти – это традиционный славянский обуток. Пасалы – это так само стародавний скурный обуток. Шили с кавалка свиной сыромятной скуры, мацавали вокруг ступни оборою. Гэты раздел разместил шматликие домашние принадлежности. Маслобойня, баны, перла, ступа, лопата и іншае. А теперь давайте звернем увагу на еще один раздел экспозиции «Люди и час». Гляньте, за шчорстами як мора, разлился нёман на просторах, стажки лозы и лес далекий, водой плывуть под облоки. Люстерком хвали криком чаек, на мосте нёман привячае.